Китае Людмила Болтаева не была, но ее работы выставлялись в Москве и Париже. Костюмы верховых и низовых чувашей, головные уборы, украшения и картины из тканей. Своей задачей мастер считает сохранить исторические традиции и привнести в них современные элементы. Выставка работ Людмилы Болтаевой открылась в музее чувашской вышивки. Воссоздавать старинные чувашские костюмы 20 лет назад Людмилу Болтаеву сподвиг муж Николай, известный художник и мастер по металлу. Он убедил ее, сохранять исконное национальное искусство необходимо. Опыт у Людмилы Владимировны был. Она с детства любила заниматься вышивкой, к тому же окончила Институт текстильной и легкой промышленности в Санкт-Петербурге. Каждый такой наряд – это невероятно трудоемкая работа. Сначала рождается образ, после чего художник досконально изучает исторические документы, рисунки вышивок. Важно соблюсти все каноны. Потом начинаем материал закупать, какой подходит материал. Там сначала ткани, потом нитки, бисер. Рисую эскиз и по эскизу потихоньку начинаю собирать. Не меньше месяца уходит на создание одного костюма. А ведь это не только платье с вышивкой и всевозможными деталями, но и головные уборы. Металлические украшения, кстати, делает муж Николай. Заслуженный художник Чувашии, известный ювелир. Людмила же потом собирает все элементы и складывает их в единый образ. Важно не ошибиться, какие детали отличали головные уборы верховых чувашей, чем украшали платья низовые чуваши. Не чужды мастеру и новые веяния. Так она адаптировала старинный свадебный костюм под современность. Сделала это специально для свадьбы младшего сына Атилы в прошлом году. Людмила сшила наряды для жениха и невесты. Вся композиция древняя сохранена. И мы туда и орнаменты, аппликациями, и туда и вышивку включили. Потом еще, например, на спине шубара сына, там, например, древо жизни, на древе жизни золотая орлица, которая, как мать-хранительница, оберегает, защищает. Теперь старший сын Людмилы, Азамат, кстати, тоже художник и ювелир, мечтает о таком же подарке от мамы. После брата, после увиденного, конечно же, мне хочется, хотелось бы, если будет свадьба, то, конечно же, хотел бы в таком бы стиле сделать. Людмила Болтаева представила на выставке еще и свои картины-аппликации. Она начала их создавать, когда появились дети. Сыновья не засыпали без сказок. Так она рассказывала им разные волшебные истории. При этом в голове рождались образы, которые впоследствии она и перенесла на картины. Людмила очень хочет, чтобы современное поколение точно так же стремилось беречь чувашские традиции. Только тогда они сохранятся на века. Наталья Егорова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.